Всем привет, друзья! С вами сегодня Сулпан Юлай и Гринка Бесте в подкасте «Студия Два колеса». Ну что, Игорь? Погнали? Окей, Да. let's go! Всем привет еще раз. Мы просто сейчас не могли начать, потому что мы где-то не виделись около месяца, да? Да. Да, мы где-то куда-то затерялись, потому что шел снег, и мы не могли доехать до друг друга. Можно так говорить? Ну ладно, месяц мы не виделись, это у нас 4-я серия подкаста, и давай узнаем, как у нас дела. Мы все-таки месяц не виделись, Вот как именно. у тебя дела? У меня нормально, я считай... кстати, из-за чего остановились наши съемки? Из-за того, что я болела 2 недели. Да, кстати. Я не могла выздороветь, у меня была мокрота жесткая и очень плохо. Вот, потом, что еще из новостей? Мы с профкомом провели 3 мероприятия. Одно из них было на моем руководстве. Вроде прошло все хорошо. Вот, потом, что еще из такого... Зачеты потихонечку закрываю, сейчас готовимся к экзаменам, вот. Ну, в принципе, так. У тебя что, как дела? Мероприятия какие ты проводила? Мероприятие 1 ноября, на Хэллоуин у нас было мероприятие, осенний квиз, там капец как страшно Ты было. была организатором же, да? Я была там, организатор, просто помощник организатора, можно сказать. Классно. Вот. Да, ладно. И получается, это был квест, такой вот страшный квест. Мы там полностью вырубили свет. Я ходила с красной лампой. Серьезно? Да, типа я подсвечивала себя снизу, у меня была маска вот этого из пилы. Я не помню имя персонажа, но который на велосипеде катался. Да, такого я не смотрела. Ладно. Вот, но очень страшно было, короче. Все пугались постоянно, когда я уезжала к ним. Вот. Потом второе мероприятие, это мое мероприятие было, студия «Профсоюз». Вот, там вот такой вот музыкальный квест, точнее квиз. Вот, потом третье мероприятие, это было «Следствие вели», тоже квест. Вот. Ничего себе, как насыщенно. Да вообще, это просто каждую неделю мероприятие, я уже так устала. А сейчас, вот как вы заметили, у нас приближается Новый год, да? И есть какие-то тоже мероприятия? Наверняка их много. Сейчас у нас мероприятие День лечебного факультета и Новый год лечебного факультета. Вот. Ясно, круто. Здорово. Наоборот, же весело, когда мероприятия вообще еще такие насыщенные, классные, интересные. Это классно. Нравится тебе вообще организаторство? В принципе, да, мне очень нравится. Просто тяжело собрать людей, потому что у всех разное расписание, и тяжело подстраиваться всем друг под друга. Но в конечном счете в итоге находим время, делаем вместе, и все хорошо выходит. Здорово. Отлично. Что касается меня, у меня все хорошо. В этом месяце чего только не было. Я и блог вела, и подкасты, и другими проектами какими-то занималась. И в итоге где-то я успела выгореть, вроде правильно говорю. Поймала, выгорание. Потом вроде как сейчас начинаю более-менее возвращаться, так скажем, обратно к себе, к блогу, и все хорошо. А так, единственное, у нас навалило снега, у нас нету, так скажем, возможностей так свободно передвигаться, потому что я сегодня, когда сюда ехала, я вышла из подъезда и застряла там. Таксист подъехал, я говорю: я тут, достаньте меня из снега, да. Он мне быстренько помог и загрузил меня, и все хорошо. Вот, все хорошо. И давай приступим к теме нашего сегодняшнего подкаста. Это у нас будет что, Игорь? Это у нас проведение досуга, как вот, допустим, на примере нас мы проводим свое свободное время, где мы развлекаемся, где наслаждаемся, и поэтому давай начнем. Вот такая вот у нас сегодняшняя тема подкаста. Услуги говорю. Нет, не услуги, а досуг, да? Как мы проводим свободное время и как развлекаемся. На самом деле я такой очень активный человек, я обожаю активный отдых. И
Вообще, к сожалению, то, что большинство у нас недоступно пока что в Уфе, хотелось бы над этим, конечно, поработать. Вообще, я то, что из деревни, я вообще обожаю кататься на лошадях. Вообще, ну, кайф. Я с детства каталась на лошадях, меня отец, короче, сажал, и я могла целыми днями кататься на лошадке, да, верхом. Сейчас я очень по этому скучаю. Я вроде как знаю, это как ипотерапия называется, Да, да? да, да. Угу. Конная терапия. Она у нас вроде как в Уфе есть для людей с ДЦП, да, которые могут на лошадках кататься. И вот, я даже могу, если кому-то интересно, могу ссылки достать, найти этой ипотерапии, которая в Уфе занимается. Я сама хочу к ним как-то съездить и покататься. Но это, конечно, летом. Вот. И я подумала, что было бы классно сделать такое специальное седло, которое меня там будет держать более таким, не то что стабильно, крепко. Так вот, чтобы спину можно было опереться, понимаешь? Я начала искать такое седло в интернете, но, к сожалению, я не нашла. Может быть, если вы где-то знаете, что есть такие специальные седла, то пишите, я вот, куплю, да. кстати, я вот видела в интернете, там за рубежом, короче, лошадь стоит, а колясочник пересаживается на какое-то сиденье, он его подъемником поднимают Вау. прямо на высоту спины коня, вот, и потом, это прям специальное седло, там вот тоже, вот, как ты сказала, со спинкой, и сразу его сажают, там ноги поднимают, там врозь раздвигают и прикрепляют к коню, и все нормально. Прикинь, такое есть. Я в Кайф. шоке. Просто кайф. Это где-то видела, не сохранила? Нет, ну, вроде в паблике инвалидной коляски вроде есть. Почему вот у нас такое не развивают? Это же так классно. Блин, я бы, вот честное слово, я бы каталась бы всегда. Ты же сейчас туризм развиваешь. Да, Давай. надо работать, Давай. да, все, давай, все, давай, поехали делать, да. Короче, ипотерапия это очень классная вещь, потому что я, когда даже катаюсь на лошадке, да, я там прокаталась чутка, но нагрузка на мышцы очень классная, и ты прям чувствуешь, что у тебя мышцы как-то работают так, как будто ты ходишь, вот особенно на спине. И поэтому я всем советую, кто может, то занимайтесь, если есть возможность. Конечно, это нам нужно чутка развивать у нас в Уфе и вообще в районах, вообще классная тема. Вот, Да. как ты, давай ты сейчас. Ну, то, что меня тяжело транспортировать, из-за этого я там особо за город не выезжаю. А в свое свободное время я стараюсь ходить на концерты, на спектакли. Я в основном, если в театре брать, я хожу в Башдрам. Там очень классно. И вообще, я прям так балдею с доступной среды там. Там даже если малый зал, то через большой зал, через кулисы можно проехать спокойно, и очень классно это. Вот. Потом из таких вот концертных залов я хожу в филармонию, тоже концерты классные там, в ГКЗ, где можно, и все вроде как. Ну, еще можно в молодежный театр, но там подъемник, Да. там, короче, очень долго с ним возиться. Вот. За час нужно приезжать. Вот, потом, кстати, я ходила на Гаугу. Это Финков. Да, нет, это Огни Уфы, как он сейчас называется, я не помню. Ладно. Вот, короче, Огни Уфы, который рядом с ГКЗ Башкортостан. Вот, короче, я заранее договорилась, типа, я им позвонила, когда покупала билеты, говорю, вот, я хочу к вам приехать на этот концерт, вы сможете ли помочь мне спуститься туда-сюда, и где мне лучше взять места, чтобы было удобнее мне там располагаться. Они все мне посоветовали. Потом, когда я приехала, я им позвонила, сказала, что приехала. Они там, парни пришли, меня спустили, потом обратно подняли, и все, короче, хорошо. На руках, там нету доступки. Да, на руках подняли. Вот. Ну, короче, в таких случаях, если, конечно же, за там какой-то период времени все быстро не поменяется, но можно заранее предупреждать, заранее узнавать и договариваться. И вам будет приятно, то есть, что уже все люди будут подготовлены, предупреждены, вы не будете тратить свои нервы на то, чтобы
там доказывать, что вам нужна помощь, еще что-то, а тут все договоренно, пришли и все. И время не тратите свое на Да, месте. хочется сказать, что я, например, всегда, когда иду на какое-то незнакомое место, я заранее нахожу номер телефона, звоню им и говорю, так-то, передвигаюсь на коляске, если у вас доступно, если нет, то можете ли помочь. То есть вот так вот я избегаю лишнего стресса и у себя, да, и у других людей, которые там такие, а что делать, а что делать? Иногда же люди такие, типа, начинают паниковать, типа, а что делать, начинают бегать, вот у нас там человек на коляске пришел, как ему помочь, давайте все вот так вот, чтобы не было вот этой паники, то заранее, конечно, это отговаривает. И еще насчет театра. Баждрам, конечно, это всегда, сердце навсегда. Да. Я не знаю, когда почему, но когда я была еще в Сибае жила, я смотрела людей, которые в сторисах были Баждрам там, и я всегда мечтала, что вот буду сидеть в зале и смотреть спектакли. Я думала, буду ходить на все спектакли. Я сюда приехала, и я сейчас тоже обожаю Баждрам. Я посетила очень много спектаклей, и это вообще самое сердце, конечно. Знаю очень много актеров, они уже даже как к себе, ну, тебе тоже такая, ой, привет, так, ну, так, обнимаемся, и все это очень классно, есть поддержка. Я еще была в Татарском театре НУР, там тоже есть все условия. Вот у них, как я поняла, раньше не было лифта, но они все это сделали, там тоже очень много, очень хорошая доступная среда. В ГКЗ тоже есть доступная среда, можете с радостью, с удовольствием ходить, посещать все эти концерты, мероприятия. Да. Вот, вообще нужно следить за афишами, да, в Уфе какие события происходят, и вообще ходить на мероприятия. Вот, что я еще хотела рассказать, это я забыла, знаешь, про сплав. Это был какой год? 2 года назад мы с друзьями так собрались и поехали на сплав. Естественно, нас там было очень много компаний, девчонки, мальчики, и там, конечно, нету никакой доступной среды. Это Бузянский район, река Агидель. Блин, я так давно мечтала о сплаве, съездить, знаешь, вообще, потому что это каждый блогер рассказывает, мы на сплаве там на 3 дня, и я такая, на 3 дня, вау. Мы в итоге поехали, мы взяли вот эту мою коляску, положили ее на борт, как она называется, я забыла. Катамаран, да, нас было около 12 человек, 6 на одном катамаране, 6 на другом, и у нас просто вот 6 человек здесь, 6 человек тут, и посередине там еда, шашлыки, вот это все, моя коляска, короче, мы там были 2 дня, и первый день был 30-градусная жара. И ты целый день под жарой едешь, плывешь по реке, просто, ну, парни, там, девчонки окунаются, короче, в воду, обратно залезают, вылезают, там, жарко вообще. У нас, короче, были там бутерброды, там, еда. Из-за жары она все испортилась, короче, полностью. Мы там переночевали в одной точке, а на утро тоже встали и опять поплыли, короче. На самом деле это было очень весело, нам очень круто повезло с погодой, 30 градусов жара, ничего себе, да? Еще там было так много людей, мы в какой-то момент начали соревноваться с другими катамаранами, кто-то там башкирские песни поет, кто-то там русские, а мы, естественно, «Алай бельданки бара». Анганың, да? И вот такие вот песни напели, было очень классно. Так что, если есть компания друзей, которые тебя поддерживают и везде таскают, это нереально классно. Потому что мои друзья, Варашикыр, с детства меня таскают, это очень здорово. Если есть такая возможность, конечно, стоит съездить, там нереально круто, классно. Вот, сплав был это. У меня тоже со сплавом. Кстати, вот в Уфе, вот что в этом году было, есть же вот эти вот не корабли, ну, короче, теплоходы. Вот, теплоходы, которые по Агидели ездят, плывут точнее. Короче, там такая вещь интересная есть, что туда можно заехать.
Кстати, Да. я интересовалась, мы и в этом году хотели с друзьями прокатиться, но не получилось. Вот сейчас я у тебя узнаю всю информацию. Да, потому что там вот мы с мамой ездили, там по набережной, в принципе, можно доехать до самого вот пункта отправления теплохода. Там, получается, они какую-то штуку ставят специальную. Типа ты заезжаешь, и потом тебя персонал поднимает наверх. Ну, там где-то лесенок 5, наверное. Вот, ты потом тормоза ставишь, и все, нормально ездишь. Ну, очень классно. на Ты самом деле. прокатилась, получается, Да, да, в этом да. году? Да. Там есть скидка для людей с АВЗ? Вроде есть, да. Вроде как тоже есть, да? Да. Мгм. Только я не помню. Хорошо. Кстати, А. ты говори. Да, вот насчет плавания тоже. Мы с родителями 2 года назад в Дагестан ездили, и на Каспийское море, и, короче, оказывается, какой-то паренек, Магомедов, кто-то там, как его зовут, я не помню. Короче, он выиграл грант, чтобы оборудовать пляж Вау. с доступной средой. Вот, короче, там они какую-то спортинвентарь соорудили, такое здание, ну, как маленький сарайчик, короче. Вот, там могут, ну, вот инвалиды, которые паралимпийцы, там могут они заниматься, там плавать. А потом у них, короче, такие штуки есть. На него сажают, получается, по бокам такие большие трубы пластиковые с воздухом внутри. Вот, ну, как пласт. Вот, тебя туда сажают, там сзади спинка, на тебя одевают жилет, да, и ты выходишь внутрь Входишь в туда, воду. да, плавать. Вообще обалденно. Блин, я такое сооружение видела только в Турции, там, в таких странах, или в Сочи вроде как тоже такое делают. Но то, что в Дагестане, вот этому человеку мое безграничное уважение, потому что это нереально круто. Я все еще мечтаю поехать в Дагестан, и я надеюсь, что это случится, и я очень хотела бы увидеться вот с этим человеком и попробовать вот эту штучку. На самом деле, вот это вот, у нас же, ты хотела что-то сказать? Да, короче, там еще типа дорожка такая из дерева, и ты можешь спокойно к морю подъехать на коляске. Вот, потом я еще такую шнягу видела в Питере. То есть не сама, а через того же Руслана. Вот, у них такая же штука была на берегу реки. Вот. Я хотела сказать, что у нас вот очень много озер в Республике Башкортостан. Я, например, у меня деревня находится рядом с озером Талкас, и туда вот, ну, нереально подъехать. Ну, я могу подъехать на своей приставке, а на коляске не могу. И заехать могу, но трудновато. И было бы очень круто, если бы, например, в курорте Банные, да, Кандрыкуль, да, мы в следующем году будем реализовывать наш проект, все это посмотрим. Если бы они сделали хоть такую одну штучку, было бы хорошо. На Кашкадане, что-то да, есть что-то такое. хотят сделать. Нет, там уже сделали. Осенью что-то сделали. Нет, уже в 21 году там вроде как там была тоже дорожка, которая ведет к воде прям. И на Агиделе тоже вроде как есть, вот где вот пляжи есть наш, Солнечный, что ли, называется. Там что-то такое есть. Я не знаю, потому что я там ни разу не была, но по чьим-то рассказам там что-то вроде есть. Но не факт. Хорошо, в следующем году посмотрим, я узнаю, все проверю, все я проверю, да. Сулпан первый идет, потому что у нем целая орава мужиков, которые ее поднимут, донесут. Вот, а я потом Откуда приеду после проверки. Ладно. Еще, знаете, на самом деле очень много досуга. Просто, может быть, она в Уфе у нас не так развивается. Например, ты слышала про вейкбординг? Вейкборд, вроде как он называется. Это когда... По воде. Да, все поняла. По воде. И Мира тоже вроде как была. Это когда по воде. То есть в Питере есть ребята, организации, которые все это организовывают. То есть здесь, знаете, есть такая штучка, вот так вот она, не коляска, а маленькая такая штучка. Туда человек сажается, у нее так спинка, она пластмассовая. И внизу как будто бы то ли лыжи, как будто бы, знаешь. Борт. Да, борт. Борт. Да. И можно туда сесть,
у ребят, которые крепкие руки и спина держат, они вот так... у За них- тарзанку держатся Да, они, да, да, да. и за- их вытягивают, короче, они просто по воде скользят. Да, Вообще вообще обалденно. кайф, Да. адреналин. Я так хочу Да. даже попробовать. Я бы хотела бы. То есть вот есть такой вид спорта вейкбординг, если есть у кого-то возможности, да. Есть такой, что вот я даже друзьям отправляла, они такие в шоке. Люди с инвалидностью катаются на лыжах, то есть полноценно. Я даже смотрела цены на эти лыжи. Очень дорогие. Короче, там тоже такая же, как в вейкбординге, тоже такая установка, куда ты садишься, а внизу одна лыжа. Одна такая большая лыжа. Это одна лыжа, и у тебя, естественно, вот эти, как это Палочки. называется? Да, палки. И человеку, который реально вот держит баланс, держит спину, да, у кого крепкие руки, они вот так вот жух катаются, ты представляешь? Вау! А тех, у кого есть еще такой вариант, что две лыжи там стоят, те, кто не могут держать баланс. И даже есть такое, это в Европе, что здесь сидит человек, который, ну, вот вообще не может как-то держать спину, держать палочки, да. Он сидит рядом, он сидит вот тут, вот тоже внизу лыжи, здесь этот, и сзади человек, который управляющий. Я не знаю, можно ли сказать управляющий или сопровождающий. То есть человек, который здоровый, и он реально тоже на лыжах, и он управляет, то есть сзади есть как бы руль, поняла? Да. Только, к сожалению, у нас в Уфе, в Башкортостане, я ни разу не видела. Может быть, есть он? Просто это не рекламируется. То есть вот такие вот даже виды спорта есть. Я еще, знаешь, что видела в Инстаграме? Я видела, что паркуром занимаются на коляске. Ты не видела ни разу? Этот Аарон Виллс. А как? А что это? Аарон Виллс, короче, мужик есть, мужчина. У него... Имя это. Да. Нет, ну его Аарон зовут, а Уиллс как этот псевдоним. Хорошо. Короче, у него сильные руки. Его, короче, такая мини-коляска, есть же спортивная. Да. Вот, его как-то присоединяют, чтобы... И он делает трюки. Кайф. Он просто вылетает с горки, Там он вылетает, сальто. он вот так вот сальто Да. делает. Я думаю, чел, как? Скажи мне, как, Я видела пожалуйста. тоже, наверное, этого человека. Да, Он наверное, там да. такие трюки выделывает, Вообще что ужас. вообще, ну вот видите, насколько все это развито в других странах. Да. Даже вот, может быть, ты видела, у Ирика Завитова есть такое, что он занимается бегом постоянно, он руками вот так вот крутит. Как это называется? Не знаешь, как это называется? Все, я поняла. Там, короче, типа он так вот ложится, да? Ну, И вот такой так вот, назад чуть-чуть. Да. Так, Да. Да, я не знаю, как это называется. Ну, классная вещь. Ну, тоже. короче, руки тренировать. если хотите отдохнуть, посмотрите программу Паралимпийских игр. Там посмотрите, какие там виды спорта, найдите их там, покатитесь. О, кстати, я узнала, что такое боча. Ты знаешь, что такое боча? Нет. Это типа такое, не то что спортивное, она для людей, и здоровых людей, и для людей с инвалидностью. Вот у нас какой-то спортивный колледж хочет развивать. Там, короче, в нескольких метрах кладутся, так скажем, шарики, да, но они не простые шарики. И ты берешь шарики и должен их вот так вот забивать. Нет, не забивать. Там есть один шарик. Тот, кто ближе всех к этому шарику кидает свой шарик, тот и выигрывает. Поняла? Прикольно. Прикольно, да. Еще можно рассказать про то, ну вот это для то, что ты рассказывала, это в основном для людей, у которых Пока руки что сильные, невозможно. Да. Ну, я, допустим, я не смогу все это делать. И вот, и... Я тоже нет, пока что. Коллеги, блин. На будущее. Да. В общем, где можно провести досуг в Уфе, я говорю за центр, потому что в другие части Уфы я боюсь выезжать, потому что далеко, по времени, туда-сюда. Вот, в основном в центре Уфы, вот где улицы Ленина, Пушкина, там, в принципе, все хорошо по доступной среде. Кстати, куда можно сходить еще для досуга, это Нестеровский музей. Какой? Нестеровский, музей Нестерова.
Да, 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 да. Вот, Мы это недавно тоже там были. по Гоголя, там тоже хорошая доступная среда, там и лифт есть, Там и пандус бесплатно. хороший, и вообще класс. Бесплатно. Да, вот, Да, Нестерский музей да. еще есть, еще же есть Заман, вот, который тоже в арт-квадрате на первом этаже Знаешь, находится. прикол какой? Мгм. Короче, я туда по габаритам не списываюсь. Да, не влезаешь? Блин. Я сейчас, конечно, не знаю, как там на данный момент, но когда только открылось, я с другом хотела зайти, и я понимаю, что по габаритам, типа, в дверь я прохожу, а просто развернуться налево сразу я не смогу, потому что Там до мне сих пор все так. мешает. Да. Жалко. Ну, жалко. Я тоже там, то, что у меня приставка такая длинная, тоже с трудом, чтобы там же еще нужно дверь придержать, вот это все. Вот, ну да, кафешки в большинстве случаев все доступные. Ну, не скажу, конечно, что все, но Ну, большинство. да. Допустим, если говорить про кофейни, почти все кофейни «Мама варит кофе», они с доступной средой. Это вообще обалденно. Здорово. Что взять арт-квадрат, что взять на Гостином дворе, что взять на Свердлова, везде есть хороший заезд. Также еще iWalk на Гостинке, там они сделали расширение, типа там удлинили и спокойно можно заезжать. Вот, считай, Гостинка сама, потом излюбленное место всех студентов — это своя публика, вот. Ну, там досуг проводить. А ты ходила как-нибудь когда-нибудь в караоке? В караоке, да, кстати, вот про караоке. Мгм. На Гостином дворе есть караоке, да, караоке называется. Вот, я там раза Как называется? Давай в караоке. Ага. Я там раза 4 была, я там типа Это в гостинке? Да, Мгм. в подвале. Я, А короче, там доступно? Нет, там лестница, типа я их предупреждала, и они спокойно, без проблем меня спускают туда. Мгм. Вот, потом в пати-лаунж есть, но там у них нету очень много парней, их там один парень на все караоке. Мгм. Если типа туда идти, то идти с заранее подготовленными парнями. Вот. Из такого еще что прикольного есть. Захватить с собой пару парней. Да. Короче, где БГПУ, Мгм. центральный корпус, где Советская Там без площадь. караоке? Нет, там не караоке, там есть, короче, антикафе «Огненный шар». Мгм. То есть туда можно заехать на первый этаж, там, короче, настольные игры. Мгм. Типа можно прийти там поиграть с друзьями. Вот, из моего горького опыта это был Папа's Club. Мы туда еле доехали. Это было зимой, и поэтому я туда не ногой больше. Мгм. Это где? Это где Иремель, в той стороне. Мгм. Далеко. Чуть ближе к монументу, короче, там, Мгм. в той стороне. Да. Вот. Я в караоке мы как-то собирались, но все никак не можно доехать. Я пока что не знаю доступных, так скажем, караоке. Но здесь очень много, например, есть бильярдная, есть вот этот боулинг, да, можно, но пока что, извините, я тоже не знаю, не могу тут сказать, где такие есть. Просто если есть желание, если у вас есть какие-то увлечения, вы любите там бильярд. Кстати, я один раз, когда лежала в больнице, меня один дядя научил в бильярд играть, это тоже, оказывается, так интересно. Там столько всего происходит, что вау, классно. Поэтому лучше, чем сидеть дома, один раз выйдите, вот даже по афише в концерт посмотрите, какой идет, да, в концерт сходите, в бильярдную, в караоке можно проораться, прокричаться, вообще всю энергию вывести, поэтому Уфа у нас большой город, и будет еще много, конечно, работы над инклюзией, над доступкой, но если вы вдруг начнете выходить и все это показывать себя, то будут делать. Да. Угу. Потому что давай, говори. потому что мы с Упан не можем всю Уфу прошерстить и выдать прям базовый топ заведений. Еще из такого развлечения кинотеатры. Вот моя подборка — это фирма «Мир». Там, конечно, подниматься сложно в самом зале уже. Вот, туда спокойно доезжаешь, заходишь, потом в «Планете» там что классно, у них до 3-го или 4-го ряда широкие лестницы. Типа широкая лестница, ты на него поднимаешься как на бордюр,
поднялся, развернулся, и все, ты уже на третьем ряду сидишь. То есть не И вот типа, так вот не внизу да, сидишь, вот да? ты лежишь, Да, и да, ты да, да. смотришь. Вот. Потом еще ультра, тоже классно. Да, я во всех этих четырех была, все хорошо, отлично. Мгм. Еще я самое классное, что хотела, забыла сказать, это Мгм. хоккей. Да. Я же сейчас начала ходить на хоккей, я не знаю, у меня родители с детства смотрят хоккей, и я всегда им говорила, да перестаньте чего там. У меня мама аж иногда плакала, когда команда выигрывала наша. И я всегда типа, что в этом такого? А потом я с братом чисто ради интереса пошла на реальный хоккей здесь в Уфе, и, блин, смотреть это по телеку и смотреть в реале, это вообще несравнимо. Кстати, там есть скидка для... Нет, там бесплатно для людей с ОВЗ, которые на коляске, и скидка для сопровождающего. То есть заранее можно забронировать, нужно выкупать за час, там все доступно. От входа до места, где тебя доставляют, там тебя встречает сопровождающий, проводит до места, и ты прямо сидишь за короткой хоккея и смотришь вот так вот близко. Мы один раз с другом были, и друг такой, он раньше до этого ходил, ну, сидел на высоком, ну, далеко, а тут он рядом со мной пошел и такой, вау, как классно тут смотреть, вообще круто. Еще там же то, что за короткой сидишь, этот хоккеисты бьются об стекло, и мы такие, короче, или шайба попадает, я такая, лишь бы мне не попало, короче. То есть хоккей тоже очень интересно, вообще интересно. Знаешь, если бы ты была истинной фанаткой, ты бы сидела, пожалуйста, только в меня эту шайбу, пожалуйста. Я не хочу с синяком. Нет, мне было бы интересно поймать шайбу, да, но, зная свою реакцию, я бы не смогла бы уклониться как-то от шайбы. И я 100% ушла бы либо с синяком, либо с разбитой губой, он бы мне в лицо попал. Я вот так, шайба ко мне летит, давай, ладно, окей. Все, у меня уже синяк. Хоккей очень классно, всем советую сходить, даже если те, кто не интересуется, потому что там адреналин. Еще, знаешь, там фанаты бьют во все эти барабаны, все кричат, волну вот так вот делают, короче. И ты сидишь, я сначала ничего не понимала, а потом во второй раз пришла, я такая сама начала кричать, орать, короче, давай, короче, сходите в хоккей, не пожалеете, там есть доступно. Самое балдежное, когда они так делают. Та-та-та-та-та, Да. та-та-та-та, Уфа! Еще хотелось бы сказать про... Мы, например, в том году были в Абзаково, и там мы прокатились с друзьями на пароходе, чуть не сказала, на квадроциклах. Ну, то есть, например, у нас был друг, который за рулем сидел, потом сидела я, и сзади подруга, и я постоянно мужа там ездили по горам, там то спускаешься, то поднимаешься, то спускаешься, я как болтающая, то туда, то сюда, короче, но было очень классно, здорово, я вообще люблю такое, то, что активный спорт, все дела, кайфно. Еще хочется сказать, что я очень хочу попробовать картинг. Я сейчас все, что невозможно, я просто это перечисляю, и все. Картинг для людей с ОВЗ. Я знаю человека, который развивает картинг в Москве или в Питере, не помню уже. И я хотела бы узнать, конечно, его опыт и сделать это у нас в Уфе. Потому что это же адреналин, кайф. Я как человек, который любит скорость, это было бы классно сделать это у нас в Уфе. Пока что оборудованных таких машин у нас нет, к сожалению. Еще это, конечно, парашют. У меня мечта просто спрыгнуть с парашюта. У нас в Уфе нет инструкторов, которые были обучены для работы с людьми с ОВЗ и могли бы прыгать, совершать такие прыжки. Вот, тоже было бы классно это сделать в Уфе, потому что Уфа большой город, столица, так скажем, всего Башкортостана, сюда все приезжают, как я, понаехали, как я, и было бы классно. Вот, такое. Так, из такого интересного в Башкирии у нас на Банном есть канатная дорожка, где кабинки, они с доступной средой. Типа даже вот само вот это здание, откуда выезжают, там пандусы есть, спокойно заехать можно. Вот, я там была и в зимний период, и в летний период. Там так красиво, ё-моё, даже если ты не будешь спускаться по горам, просто подняться в горы, просто посмотреть, это так прекрасно. Кстати, ты же сейчас про подъемники говоришь?
Да. Или про что? Да, про эти Да, подъемники. я там тоже была только летом. Мгм. Мгм. А зимой там тоже красиво? Ты тоже, то есть зимой тоже поднималась на Да, гору? да. Кайф. Мгм. Отлично. Я 2 раза летом поднималась, в один раз с братом, в Мгм. другой раз с родителями, и третий раз опять с семьей там То есть уже всегда, ездили. блин, кайф. Вот знаете, как круто? То есть там, а где вы жили? В домике? И там есть доступка? Насчет этого не знаю, мы там утром приехали, вечером А, уехали. все, хорошо. Ну вот видите, кстати, да, там подъемники, то есть там на гору можно подняться, оттуда откроется вообще шикарнейший вид на озеро. И добро пожаловать, Да. я сейчас рекламирую Абзелиловский район. Или не Абзелиловский? Абзелиловский же? Да? Ну ладно. Не Магнит же? Если Нет, что, да, если что, обрежем. Да, вот. Ага. Еще хотелось рассказать про простые прогулки. Да. То есть вот мы в этом году проехали все Уфимское ожерелье, и на самом деле там реально очень красиво. Например, я рассказывала про такие парки, и некоторые люди, которые дольше меня живут в Уфе, они такие: вау, а что, есть такой парк? У меня же он рядом с домом, значит, надо выйти туда прогуляться. Кстати, Уфимский парк, он сооружен или придуман так, что он есть во всех районах. И во всех районах есть доступный такой парк красивейший. И там всегда везде есть доступка, потому что там просто асфальт, да, допустим, Да. прямой. Есть, конечно, в некоторых местах высокие подъемы, но я думаю, это ничего такого, можно попросить кого-нибудь там подстраховать. Да. То есть там есть даже в некоторых местах там настолько красиво и тихо, что я в какой-то момент ощущала себя чисто на природе, вдали где-то от Уфы. Вот. Есть, кстати, в этом году проложили тропу, асфальт на висячий камень, не знаю до конца или как, но там есть тоже тропа, можно туда съездить и посмотреть. И таких парков у нас в Уфе очень много, смотрите и гуляйте вот в таких Да. красивых местах. В принципе, все парки, можно сказать, во всех районах Уфы, вот то, что в Доступны. этом году за счет юбилея все красиво оборудовали, Мгм. это очень круто. На самом деле, очень Уфа старается. Прям тьфу-тьфу-тьфу, где вот ремонт сразу делают, съезды. Мгм. Конечно, понятно, что где-то есть и минусы, какие-то небольшие исключения, где по каким-то причинам не сделали, но в большинстве случаев Уфа старается, очень хорошо старается. Да, Даже конечно. вот эти вот программы «Уфимские дворики», считаю, у нас в Деме, то, считаю, облагораживают. Я смотрю и вижу, как все хорошо сделали, как вот съезды. Ну, очень круто. Прям Да. очень большой респект нашей Уфе любимой. Да, сейчас вот хотелось бы, чтобы доступка, конечно, это, знаешь, такой жизненная необходимость, да, доступка. Но развлечение, вот досуг, он тоже является важной частью, неотъемлемой частью нашей жизни, потому что мы так развлекаемся, мы так уходим от наших там мыслей, да, Да. дум, да, развлекаемся и находим новые силы, новые вдохновения, чтобы продолжить жить. И хотелось бы, чтобы вот эти развлечения, они тоже развивались, и их, конечно, было больше, не просто концерты, да, допустим, например, где можно и прокричаться, и проораться, Да. где можно и физическую силу там где-то Да. сделать. Например, сейчас очень много там клубов, арт-терапия или там гончарные мастерские, еще что, например, у нас вот в клубе Сельтер там делают национальные украшения, да, таких атайсау или там вообще мест очень много, и смотря какие у вас есть интересы, можно все это найти, поискать. То есть поискать, и если вы ищете, вы обязательно найдете. Поэтому всему ваше усмотрение, какое хобби. Я желаю всем иметь какое-то хобби, потому что это здорово отвлекает. Вот, например, Айгуль у нас жесткий меломан, насколько я знаю. Музыка это ее какая-то, знаете, терапия. Я иногда слушаю ее музыку, которую она выкладывает или что-то в этом роде, и думаю: вау, откуда она такие классную музыку находит? У меня это живопись. Я рисую, я рукодельничаю. У меня более вот так вот. Вот, таким образом, на сегодня, наверное, все. Если у нас появятся, так скажем, какие-то новые виды услуг, которые у нас доступны в Уфе, мы обязательно вам расскажем. Да. И самое главное, не отчаивайтесь,
Сейчас век интернета, Да. можно все найти, как Сулпан до этого сказала. Просто находишь, звонишь, договариваешься и все. Да? Ноль проблем. Не получится у них. Ну ладно, значит, ты не должен был туда прийти, поэтому найдешь другое место. Конечно. Поэтому да. Вариантов очень много. Да. Так, да, я сейчас впервые сама скажу про донаты. Вот сегодняшняя наша аренда, так скажем, в студии. Мы используем ваши донаты, первые, которые мы вам очень-очень благодарны за эти донаты. Это наши первые донаты, мы такие, вау! Там вроде как небольшая сумма, но мы были очень-очень рады. Таким образом, вы поддерживаете наш проект, говорите нам, продолжайте, не сдавайте, сдавайте, давайте. И спасибо вам огромное. И еще наш оператор тоже просит донаты, поэтому, пожалуйста. Да, ему не хватает на Да, проезд да, в да. автобусе. На проезд в автобусе. Поэтому Сулпан его подвозит каждый раз домой. Да, на коленках. Он Да. садится ко мне на коленки, и я подвожу его домой. А потом Сулпан обратно домой доводит, потому что Сулпан по сугробам не может проехать. Классно. Вот, таким образом, спасибо вам большое за вашу поддержку. Да. Да. Да, всем спасибо, что нас смотрите, комментируете, лайките, делитесь нашим подкастом. Мы будем очень рады быть вам полезными. Это наша главная цель и мотивация. Спасибо, что были с нами. С наступающим, если вдруг мы... Да, Мы кстати, забыли! Новый год! Давай. Что у тебя на носу? И такие сзади Нет, мы стоп. вытащили шампанские. Что у тебя на носу? Сопля. Нет Новый год! Ха-ха-ха, смешно. Парус седой, а небо киля, значит Новый год. В общем, с наступающим Новым годом. Надеюсь, наш выпуск выйдет. Я не надеюсь, он точно выйдет. До Нового года До обязательно. Нового года. Вот специально елочку мы поставили, мы, конечно, на колеса. Я с дома притащила. Да, конечно, мы на колеса не намотали гирлянду, но все же пусть будет она на елочке. Поэтому счастья, успехов в Новом году. И спасибо, что были с нами в этом году. Да. Мне хочется сказать очень-очень много слов, но я вам пожелаю только крепкого-крепкого здоровья и много-много любви. Это два самых важных, необходимых, я считаю, фактора в жизни. Поэтому берегите себя, развивайтесь, проявляйтесь, живите полной, активной жизнью, не бойтесь выходить в мир. И я надеюсь, что нашим подкастом мы вам поможем это сделать, выйти за рамки стереотипов, за рамки этих стен. Потому что если вы ищете, как я уже говорила, вы всегда найдете, всегда стремитесь вперед, будьте лучшей версией себя, и мы вам в этом поможем. Ну да, банально, ладно, окей. Моложе. Да, ау. Да, поняла. Тренд такой был. Ладно, с Новым годом, с наступающим. Я надеюсь, что мы с вами встретимся в следующем году, да, Айгуль? Да. И проведем его очень весело и классно все вместе. Да. Все, с Новым годом, Яна Юмина. Пока. Сейчас можно прощаться? Давай Ерлайк. Инdia Ерлайк. Happy New Year. Нет, да. Шарша купш. Кейнган бирге кунаққа келген, әйләнәді Түтіп, әйләнәді біргәләд. Әйләнәбіз Йырлашабыз біргәләд, әйләнәбіз біргәләд. Йырлашабыз біргәләд. Всем привет, салям, достар. Я говорю на русском, да? Ну ладно, все, давай. На русском. Всем привет, друзья. Мы просто очень давно не встретились. Мы давно не встречались, поэтому извините немного. Тихо. Мен ұмыттым несіп сөйлесерге. Аққоян, жұмшақ қоян, бізге қонаққа келген. Аққоян, жұмшақ қоян, бізге қонаққа келген. Таппара-таппара-таппара-таппара-тап. Елочка Холодно зимой, из леса елочку взяли мы домой. Happy New Year, Happy New Year,
You saved me from Я тут ради tears. красоты. I'll give it to someone special. Last Christmas I gave you my heart. That's a divinest day. Конечно. Алкоштаб. Всё. Все, мы молодцы! Ура! Про это не надо рассказывать. Камера, мотор, поехали. Внимание, Сейчас дальше. выйдем на улицу такие. Ты слышишь этот запах? Это что? Это же кислород. Блядь, проектор. Наверное.